Здравствуйте, в государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. В знак огромного уважения скверу в центре Цхинвала присвоено имя остинского дипломата Ремзи Кануката. Оздоровительные ресурсы Абхазии. Достигнута договоренность с Министерствами здравоохранения наших республик. Конкурсы, игры и акции. День космонавтики отметили в 12-й школе. В приграничном селе Эргнет прошла очередная 106-я встреча представителей Южной Осетии и Грузии в формате импарии. Основным вопросом на встречах остается необходимость снятия незаконного грузинского поста в районе села Уист Азнаурского района. По словам главы югостинской делегации Егора Кочиева, продвижение в данном вопросе пока не достигнуто. Достаточно сложная ситуация. Конечно, Южная Осетия в самом начале этого кризиса, в самом начале дестабилизации этой обстановки предлагались очень конкретные решения по разрешению этого кризиса. Но тогда грузинская сторона навстречу не пошла. Хотя этот вопрос можно было решить и к нему больше не возвращались бы. Но политическое руководство Грузии тогда приняло другое решение и не пожелало решить этот вопрос сразу. А сейчас ситуация уже находится совершенно в другой плоскости и ведется поиск решений. Но, как я уже сказал и повторю еще раз, для Южной Осетии другого решения быть не может. Пост должен быть снят и выведен с территории Республики Южная Осетия. Скверу в центре Цхинвала присвоено имя остинского дипломата Ремзи Кануката. На церемонии присутствовала и делегация из Турции во главе с представителем МИД Южной Осетии в Турецкой Республике Бурханом Хоситом. Он отметил, что присвоение скверу имени Ремзи Кануката – проявление огромного уважения. В Цхинвале открыли сквер имени Ремзи Канукова. Он многие годы являлся уполномоченным представителем Южной Осетии в Турции. Ремзи Кануков занимал не только должность представителя. Он активно защищал и пропагандировал интересы юго-осетинского народа. Канукова не стало в 2020 году. По словам Дмитрия Медоева, Ремзи достойно представлял интересы Южной Осетии в Турции. Он часто с семьей приезжал в Цхинвал, присутствовал на всех съездах осетинского народа. Сегодня остинскую диаспору в Турции возглавляет Бурхан Хосита. Он приехал в Южную Осетию в качестве наблюдателя на президентских выборах. По его словам, ему очень приятно, что имя Ремзи Канукова будет увековечено в Южной Осетии. Ранее президент Анатолий Бибилов дал поручение увековечить имя Ремзи Канукова. На самом деле, можно сказать, выдающийся общественный деятель для нашего народа, для нашей республики. И давайте подумаем, как мы сможем увековечить его память, чтобы о нем знали, что он делал, как он помогал нашему народу. Сквер имени Ремзи Канукова расположился на месте бывшего универмага. Сквер обустроен в национальном стиле и является одним из самых посещаемых мест. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.
Весна – пора активных полевых работ. Посевная кампания стартовала во всех районах республики. Югостинские аграрии отмечают, что своевременная и грамотная работа позволит им обеспечить высокую урожайность, а благодаря новой технике значительно увеличились и объемы посева. Анжела Кукоева с подробностями. У юго-осетинских аграриев начался период весенне-полевых работ. Весенняя посевная кампания стартовала во всех районах республики. Как отмечают аграрии, на сегодняшний день ситуация на полях благоприятная. Снежная зима позволила почве напитаться влагой. Землевладельцы в основном сеют зерновые культуры. Это озимая пшеница, яровые культуры, яровая пшеница, ячмень. И в принципе, как только вот сейчас уже наступит потепление и погода будет устойчивой, нормальной, то думаю, что все работы будут проходить в обычном же режиме. Объемы посева отдельных яровых культур по сравнению с прошлым годом существенно увеличились. В сельскохозяйственный оборот введены и часть земель, которые не обрабатывались долгие годы. Около 2500 гектаров было, как и в прошлом году, обработано, но в прошлом году дополнительно из земель, которые уже на протяжении нескольких лет, можно сказать, десятки лет не обрабатывались, в оборот ввели еще около 500 гектаров где-то. На весенне-полевых работах задействована новая сельхозтехника, но для ускорения темпов вспашки земель работает и старая. Однако техника нередко выходит из строя. Вся техника, которая находится на балансе министерства, то есть у ГУП и Агропромсервис, она практически на 90% на данный момент находится уже в готовом состоянии, в исправном состоянии. К работам она полностью готова, можно сказать так. Но из-за того, что она устарелая, износ у них большой, практически там, не знаю, по 10 лет, то, естественно, поломки это во время работы происходят. Что касается новой техники, которую мы приобрели в 2021 году, они все задействованы. Министерством сельского хозяйства в прошлом году была оказана помощь в виде семенного материала аграриям. И уже в этом году они запаслись семенами для получения будущего урожая. Были представлены семенной материал, там ячмень яровой, кукуруза, семена картофеля. Вот семена картофеля мы в прошлом году распределили, и большую часть, практически 90%, мы передали Ичавскому району. Кукурузу мы тоже распределили, в основном по Ленингорскому району и по Знаурскому району. Яровой ячмень мы распределили вот в нынешнем году под яровой сев. И около 20 арендаторов, фермеров, можно сказать так, руководителей фермерских хозяйств, они получили семенной материал. Всего предстоит засеять около 3000 гектаров. Анжела Кукоева, Альдина Чехоева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Благодаря соглашениям между Министерствами здравоохранения Южной Осетии и Абхазии для жителей нашей республики предоставлена возможность проходить реабилитацию в Братской республике, в частности, пользование оздоровительными ресурсами Абхазии. Реабилитация будет проводиться на бесплатной основе. Подробности в материале Марианны Чочиевой. В ходе недавнего рабочего визита министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутпа в Цхинвал населению Южной Осетии открылись новые возможности, в частности, пользование оздоровительными ресурсами Абхазии. Это детский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, находится в городе Сухум. Также есть спортивный реабилитационный центр, который находится в городе Ачамчира. Также реабилитационный центр для воинов-инвалидов войны находится в городе Гагра. И реабилитационный центр для пациентов, перенесших ковид, который находится в городе Ткварчал. Обозначенные виды медицинской реабилитации будут доступны гражданам Южной Осетии на бесплатной основе. Для получения помощи, а также за подробной информацией об оздоровительных учреждениях необходимо обращаться к заместителю министра Алле Чочиевой. Также в ходе рабочей командировки в город Москву министр здравоохранения и социального развития Суслан Нанев посетил граждан Республики Южная Осетия, принимавших участие в специальной операции и находящихся на лечении в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и в третьем центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
Вишневского. И хочу обратиться к населению Республики Южная Осетия. Если вас интересует какая-то информация о родственнике, принимавшем участие в военной операции на территории Украины и находящегося на лечении в одной из военно-медицинских организаций на территории Российской Федерации, пожалуйста, такую информацию можно получить, обратившись ко мне. Пожалуйста, обращайтесь, и данная информация вам будет предоставлена. Марьяна Чочиева, Рауль Кочиев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. На сцене театра «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге Юго-Осетинский драматический театр представил спектакль «Коста» петербургского режиссера Романа Габрия. Одна из главных премьер 2019 года прошла в рамках ежегодного фестиваля «Встречи в России» и собрала только положительные отзывы. В Петербурге завершился международный театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России». Труппа Юго-Осетинского госдрамтеатра с триумфом выступила с постановкой «Коста». Зрители с восторгом приняли спектакль, посвященный выдающемуся поэту, художнику, основоположнику осетинского литературного языка Коста Хитагурову. Это одна из главных постановок 2019 года. На сцене был показан один из самых тяжелых периодов жизни поэта, который взял за основу режиссер из Санкт-Петербурга Роман Габрия. В большей степени спектакль повествует о петербургской части биографии поэта. Как мне кажется, насколько зритель внимательно слушал, смотрел, впитывал сюжет, мне кажется, что все-таки кому-то это должно быть близко, чтобы потом домой прийти и начать изучать этот вопрос, узнавать, кто такой Константин Иванович Хитагуров, да, то есть изучать этот вопрос, вот скорее такое просвещенческое начало несет наш спектакль, чем развлечение по вечерам в театре. Главный герой постановки представлен в разные периоды жизни. Борец за права народа, поэт, влюбленный в Анну Попову, и Коста в петербургской больнице, а также его последние дни жизни. Образ Коста в спектакле представлен сразу 3 артистами. Фестиваль проходит 24-й год подряд. В нем принимают участие театральные коллективы из Казахстана, Армении, Белоруссии, Молдовы и других стран СНГ и Балтии. Мы хотим дружить, мы хотим встречаться. И встречи всех театров СНГ, советского пространства, которые сегодня собрались здесь, они очень важны для всех нас. По-моему, все выше и выше поднимается планка этого фестиваля. Как, можно сказать, в театральном искусстве, так и, можно сказать, надгосударственном уровне. На церемонии закрытия фестиваля Юго-Осетинский госдрамтеатр получил диплом и благодарность председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Поддержку в организации поездки труппе оказало представительство Россотрудничества в Республике Южная Осетия. Роза Тедеева, Алим Бетев. Информационный выпуск сегодня. Первые покорили космическое пространство. 61 год назад Юрий Гагарин совершил прорыв во Вселенную. Для нас, осетин, это событие является знаменательным еще и потому, что по возвращении на Землю космонавта первым встретил наш соотечественник Ахмад Гасев. 12-я школа в Цхинвале носит имя знаменитого на весь мир космонавта, и каждый год 12 апреля здесь традиционно проходят мероприятия ко Дню космонавтики. В 12-й школе ко Дню космонавтики было проведено ряд мероприятий. У нас была программа, у нас план работы. Мы ее, естественно, совместно с Русским домом мы представили нашу программу, они нам оказали содействие в проведении вот этого мероприятия. И у нас было первенство по мини-футболу между классами. У нас были переходные кубки, которые мы вручали. У нас торжественное мероприятие было на стадионе. 2 дня у нас проходили вот эти футбольные матчи. А вчера у нас как раз прекрасная погода была. У нас вчера младшие классы с 1 по 4 класс. Вот перед школой у нас есть прекрасный асфальт, где они именно своей фантазией рисовали именно космос. И у нас было жюри, которые оценивали именно кто наиболее богаче была у него фантазия. Естественно, мы всем детям вручили подарки, а наиболее отличившиеся первые 5 мест, естественно, мы им дополнительно еще вручили особые подарки. А сегодня в школе дети играли в брейринг. Участники демонстрировали свои знания в астрономии. Сыграли в интересную игру учащиеся школы с 5 по 11 классы. Победители были награждены памятными подарками. Эти маленькие космонавты побывали в космосе еще до того, как первый человек в 1961 году совершил свой полет. Именно они прокладывали Гагарину дорогу. У кого фальстарт? У них. Минута. Кто были эти первые исследователи космоса? Белка и Стрелка.
Не менее насыщенным проходит праздник для учеников начальных классов. Они, в свою очередь, соревнуются в рисовании и в создании поделок. Тема, конечно же, космос. Дети всегда ответственно подходят к заданию, ведь лучшие работы украсят холл в здании школы. Школа работает задание космонавтика, саразом поделката, саразом ракета, мир самарайтас, саразом сневчикотом планета там ракета. Как отмечают учителя, подобные мероприятия и акции знакомят детей с основными фактами из биографии космонавтов, с интересными сведениями о космосе, воспитывают в них чувство патриотизма к своей стране, гордости, уважения к людям, посвятившим свою жизнь покорению космоса. Зраса Кузаева, Фатима Чочева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 13 апреля. По всей республике будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. В Наурском районе днем +2, ночью -1. В Дзавском районе днем 2 градуса тепла, ночью -1. В городе Коза днем -4, ночью -6. В Ленигорском районе днем +5, ночью -1. В столице республики в Цхинвале днем +3, ночью -1. Я благодарю вас за внимание. До свидания.